В преддверии курортного сезона Министерство туризма Абхазии на регулярной основе проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории республики. Специалисты отдела контроля Минтуризма проверяют наличие экскурсионных путевок единого образца и нагрудного знака бейджа, выданного согласно реестру Министерства туризма. В ходе проверок на территории Новоафонской пещеры были выявлены нарушения как со стороны экскурсоводов, так и турфирм, в частности, отсутствие бейджа и экскурсионных путевок. У вас единственное, что нарушение идет, то, что у вас не то, что вы как бы работаете, это не имеет никакой силы. Вы в данный момент наш экскурсовод. Понимаете? Ну, а чей документ? Нет, ну это же прошло уже. Понимаете, вы должны были заявить себя. Если, допустим, мы ловим того же экскурсовода 3 раза, 2 раза, то, естественно, мы вызываем начальника туристической компании, на которую он работает, и говорим ему, его дело передается в налоговую, и уже непосредственно с налоговой взыскивается штраф. Мы чаще всего сталкиваемся с банальным человеческим фактором. Бывает, человек просто не успевает забрать путевку, бывает, он ее где-то забывает. Такое бывает, такое довольно частое явление, но благо электронная путевка, которая ввелась уже с прошлого года, как в таком базовом режиме она работает уже с недавнего момента, это полностью человеческий фактор исключает, потому что электронная путевка заполняется непосредственно в офисе начальником или его каким-нибудь заместителем, и уже она появляется на сайте налоговой, в нашей внутренней системе, и нам довольно легко ее проверить по QR-коду. Благодаря этому коду мы сможем спокойно проверять, действительно ли эта путевка, действительно ли она заполнена, а если нет, то мы уже вызываем определенную компанию на разговор, мы общаемся на эту тему, спрашиваем что да как, и, естественно, спрашиваем, с какими трудностями тот или иной человек сталкивается при заполнении путевки, и улучшаем нашу систему. На гидов, работавших без бейджа, был составлен акт. Согласно закону, принятому в 2017 году, иностранные граждане не могут осуществлять свою трудовую деятельность на территории Абхазии без соответствующих разрешительных документов и без образования юридического лица. Но, несмотря на это, ежегодно в курортный сезон Минтуризм выявляет нелегальных гидов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Абхазии. Так, за прошлый год было выявлено около 40 гидов-нелегалов, а с начала текущего года – 17. В первую очередь, что мы подразумеваем под гидом-нелегалом? Гид-нелегал в первую очередь не гражданин Абхазии, то есть он не имеет права вести экскурсионную деятельность на нашей территории. Следовательно, ни бейджика, ни путевки у него не может быть. Разумеется, есть способы, благодаря которым человек может на законных основаниях здесь присутствовать, но не как гид, а как водитель, к примеру. Такие способы имеются, как я и сказал, и если мы видим такого человека, что он действует по букве закона, мы никаких проблем. Но если он пользуется достоянием нашей республики, ничего не вкладывая взамен, естественно, штрафуем. Деятельность нелегальных гидов на территории Абхазии негативно сказывается в целом на имидже страны. Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил экскурсионной деятельности, очень важны и необходимы. В настоящее время в Абхазии около 600 человек прошли аттестацию и имеют право осуществлять экскурсионную деятельность. Экскурсовод Хаджарат Джикерба уже 7 лет работает гидом. Проблем с разрешительными документами на работу у него нет. Все документы в порядке, мы каждый год сдаем экзамены и путевые листы, у нас есть и бейджи, все разрешительные документы у нас имеются, проблем нет. То есть могут остановить там где-то на объектах, и сразу мы предъявляем все необходимые документы. Сотрудники Минтуризма проверки провели и на территории водопада в Новом Афоне. Здесь также были выявлены аналогичные нарушения правил экскурсионной деятельности, просроченный бейдж или же отсутствие экскурсионных путевок. В целом, в ходе проверок в Новом Афоне на экскурсионные фирмы было составлено 4 акта за отсутствие путевок и 2 акта на экскурсоводов за отсутствие нагрудного знака бейджа. Минтуризм будет продолжать проверки экскурсионных фирм и экскурсоводов по всей республике. Алика Трапшада Марджения, Абхазское телевидение.